эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 52 человека заболели и почти столько же выздоровели. Последние данные по коронавирусу в Якутии в этом выпуске. Все для успешной учебы. Более 62 тысяч младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием в Якутии. Красочное шоу дронов озарило небо над Петербургом в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. «52 случая COVID-19 выявили за сутки в Якутии. Об этом сообщили в региональном оперштабе. 25 заболевших в Якутске, 9 в Мирнинском районе, по 3 в Нюрнгринском и Хангаласском, по 2 случая в Верхневилюйском, Намском, Среднеколымском, Татинском районах. Также по одному заболевшему выявлено в Алданском, Амгинском, Нюрбинском, Аймикунском районах. 51 человек в республике выписан после полного выздоровления от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период пандемии побороть COVID-19 смогли более 5800 пациентов. За сутки в Якутии от коронавируса скончался 1 человек. 36 природных пожаров бушуют в Якутии. Площадь активного горения 42 гектара. Это оперативные данные авиалесоохраны. За сутки возникли 15 очагов, 18 удалось потушить. Отмечается, что площадь пожаров уменьшилась на 240 гектаров за счет ликвидации очагов в зоне обслуживания и в зоне контроля. Сложная обстановка в Мирнинском районе. Там действуют 4 очага. Из-за умеренных осадков и южного, юго-восточного ветра с усилением до 10 метров в секунду есть вероятность задымления в населенных пунктах Верхоянского, Татинского и Усть-Майского районов. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Андрей Тарасенко накануне осмотрел объекты инновационной инфраструктуры – технопарк, биотехнологический центр и IT-парк. Андрей Тарасенко ознакомился с проектами, дал конкретные рекомендации и поручения крупным компаниям по интеграции наиболее перспективных и интересных проектов. Исполняющий обязанности председателя правительства региона отметил, что по сравнению с Приморским краем Якутия в плане инновационных проектов ушла далеко вперед. Также он оценил планы Министерства инноваций по покрытию всей республики высокоскоростным интернетом и созданию 10 тысяч рабочих мест в IT-сфере. И при этом мы сейчас бюджета ни рубля не тратим. Ну и, конечно, посмотрели IT-проекты наших лидеров, таких компаний, как Bunter-Life, Fantastic, Google Courier, которые уже сегодня создали сотни рабочих мест. И он очень удивился, что экспорт IT-услуг, по данным Центробанка, на Дальнем Востоке Якутия занимает 85%. То есть из всего 100% экспорта Дальнего Востока Якутия вместе с Монтоной, Индрайвером, Фантастиком и нашими резидентами IT-парка это порядка около 30 миллионов долларов ежегодно. Да, и эта цифра растет. Движение на окружном шоссе на участке от Жарницкого до Вилюйского тракта перекрыли сегодня в Якутске. На этом участке будут выполнять работы по выносу газовых сетей. Движение будет ограничено до 6 часов утра завтрашнего дня. Автобусы в этот период будут двигаться по маршруту Жарницкого, Хатын-Юряхское шоссе, Вилюйский тракт, Круговая развязка, Вилюйский тракт, Сергляхское шоссе, Первая Борисовка. Сегодня занимаемся переходом возле газовой заправки. Это локальный газопровод, который обеспечивает газ на этом участке. И работу должны завершить, дорогу должны открыть уже до 12 часов ночи. Более 62 тысяч младшеклассников Якутии обеспечат бесплатным горячим питанием. На эти цели выделили свыше 450 миллионов рублей. Также в регионе увеличили расходы на питание детей из малоимущих и многодетных семей. В школах, расположенных до полярного круга, с 31 рубля до 80, за полярным кругом с 35 до 90 рублей. Напомню, в январе этого года в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Качественно и безопасно предварительный национальный стандарт школьной формы разработали в Роскачестве и Росстандарте.
Он распространяется на пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки, свитшоты и другую одежду. Документ включает параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани, содержит требования в отношении верха изделий и подкладки. Кроме того, изделие должно быть комфортным в носке. В связи с этим стандарт содержит качественные характеристики ткани, то есть ее прочность, стойкость к стираемости, образованию катышков, а также к изменению параметров после стирки. Предварительный национальный стандарт будет действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2023. Якутское издательство «Бичик» стало одним из победителей национального конкурса «Книга года». 102 издательства боролись за победу в 10 номинациях конкурса. Награждение состоялось в Москве в рамках первого дня работы 33-й Московской международной книжной ярмарки. На церемонии вручения наград побывала и наш корреспондент Айсена Бурнашова. С особым трепетом я объявляю номинации. «Якутский холод». Популярная энциклопедия. Издательство «Бичик». Для получения диплома приглашается на сцену генеральный директор издательства «Бичик» Август Васильевич Егоров. Продолжительные овации и громкие аплодисменты. Бичик стал не просто лауреатом премии «Книга года», но и обладателем абсолютно новой номинации «Нон-фикшн». Кстати, за победу в которой боролись сразу 3 книги научно-популярной литературы. «Якутский холод» – это издание про мороз и стужу, главный бренд республики. Благодаря этой книге о нашем крае, о нашей республике будут знать очень многие. Будут приезжать туристы. В этом конкурсе мы участвуем практически каждый год. И уже эта статуэтка, у нас уже 3-я статуэтка. Мы поэтому очень безмерно рады, горды. Номинированная книга вышла тиражом в 3000 экземпляров. Над ее созданием Бичик трудился 3 года. В эти страницы вложены силы ведущих специалистов издательства и работы 65 ученых. Факты, советы, мифы и легенды в книге «Якутский холод» предстает во всем величии. Книга «Победитель» – это целая энциклопедия. 200 страниц книги вместе с качественной и профессиональной иллюстрацией рассказывают и показывают читателям, что же такое холод, откуда он берется и как живут люди в самом холодном крае мира. Вместе с якутским холодом Бичик привез на ярмарку свыше 200 книг разных жанров и направлений. От детской литературы до народного искусства. Несмотря на непростую эпидобстановку, мероприятие проходит в запланированные сроки. Ценители слова и книголюбы смогут посетить ярмарку до конца этой недели. Вход в манеж строго в масках, а посещаемость разбита по периодам. Всего же в манеже представлены десятки тысяч книг от 300 издателей. Громкие новинки месяца, бестселлеры и редкие арт-издания. Поэтому с ярмарки сложно уйти с пустыми руками. Вот в этом году приехало 37 компаний из России. Приехали все национальные издательства из Якутии, из Башкирии, Татарстана. Я считаю, что это очень важно, когда в России снова вернулась книжная деятельность. Тут все только от нас зависит. Как мы хотим продолжать нашу книжную деятельность. Я очень рад, что приехали наши партнеры, друзья. Мы снова встретились, на самом деле, вот здесь вот, да. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Росгвардейцы Якутии приняли участие в акции «Диктант Победы». Площадка личного состава территориального органа Росгвардии была расположена на базе якутского ОМОН. Напомню, что по Якутии всего было развернуто 285 площадок. Росгвардейцы отмечают, что с удовольствием приняли участие в международной исторической акции. Им не безразлично прошлое страны, как и всем жителям России. Победителей диктанта ждут не только призы, но и пригласительные на парад 9 мая следующего года на Красной площади в Москве. Световое шоу состоялось в Санкт-Петербурге в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. В ночное небо над северной столицей одновременно поднялись 2200 дронов. Беспилотники были запущены со стадиона Петровский. Во время светового представления они выстраивались в различные фигуры, создавая живые картины, которые напоминали о великом подвиге советских солдат. Стоит отметить, что все беспилотники производятся и собираются в Санкт-Петербурге местными специалистами.
Да, рекорд действительно мировой. Он будет зафиксирован специальными представителями книги рекордов. И предыдущий рекорд был зафиксирован в Соединенных Штатах Америки. Там ввысь поднималось 2018 дронов. У нас, мы очень надеемся, будет 2200. Компания «Сахачай» начала производство самого северного меда в Хангаласском районе. Пасеки разместили в селах Качекацы и Булганяхтах. Впервые ульи были установлены на территории национального парка «Ленские столбы» в местности Усть-Ботома. Подробнее о новом направлении деятельности чайной компании расскажет Виолетта Засимова. С прошлого года компания «Сахачай» осваивает новое направление деятельности – пчеловодство. Начиналось все с покупки 5 пчелосемей. Нынче приобрели уже 40. Этим летом ульи с пчелосемьями решили разместить у сел Качекаца и Булгуняхтах. В июле от директора парка «Ленские столбы» Аркадия Семенова поступило предложение в качестве эксперимента установить небольшое количество ульев на территории парка в местности Усть-Ботома, чтобы в будущем, если опыт окажется удачным, реализовывать самый северный мед туристам, посещающим национальный парк. В этом году мы работали с природным парком «Ленские столбы». Для начала проверяли. Выставили туда 4 улья. В принципе, потенциал есть. Пчелы отработали хорошо. Мед собран. И в следующем году планируем туда завести большее количество ульев. Создание пасеки на территории природного парка имеет свои благоприятные последствия. Пчелы, опыляя растения, способствуют росту, улучшению и развитию флоры и фауны в целом. В свою очередь, мед, добытый в экологически чистом месте, будет обладать насыщенным вкусом и уникальными свойствами. Усть-Ботом оно обладает такой разнообразной флорой. Там много кипрея, много полевых, луговых цветов. И это все способствует развитию пчелосемей и сбору меда. Медовый сезон завершился. Сейчас работники компании откачивают мед. По предварительным подсчетам, объем урожая составит около 300 килограммов. На данный момент ульи мы перевезли в село Булгуняхтах. Здесь пока мы проводим подготовку к зиме. Но зимовник у нас будет стоять в селе Актемцы. Будем строить зимовник для пчел. У компании «Сахачай» далеко идущие планы касаемо производства меда. В следующем году количество пчелосемей планируют увеличить до 100, а за 5 лет непрерывной работы выйти на урожайность до 20 тонн меда за сезон. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Якутский боксер Василий Егоров одержал вторую победу в командном Кубке России, который проходит в Ижевске. Со счетом 5-0 Егоров победил Павла Гунченко из Сибирского федерального округа. Напомню, якутский спортсмен выступает за Центральный округ. Ранее Василий Егоров выиграл Ахмеда Закирова из Южного округа. Избегает таким образом ущерба от соперника. Красного угла Василий. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.